Здание Янтиковского дома культуры построили в 1979 году. С тех пор этот клуб является культурным центром района. В 2020 году здесь проходил масштабный капитальный ремонт. Заменили кровлю, фасад, окна, наружные двери. Согласно плану мероприятий регионального проекта «Культурная среда», работа по осуществлению капремонта клуба продолжится и в текущем году. Помещение районной библиотеки также находится в здании клуба. Здесь провели косметический ремонт. Закупили новое оборудование, мебель и обновили книжный фонд на 842 тысячи рублей. Итоговое совещание с работниками культуры в Турмышском клубе началось с выступления ансамбля гармонистов. В 2020 году в Янтиковском районе была проведена большая работа по ремонту и укреплению материально-технической базы учреждений культуры. Работники культуры провели множество успешных мероприятий как в онлайн, так и офлайн форматах. Среди них акции, приуроченные Году памяти и славы, столетию образования чувашской автономии, 85-летия Янтиковского района и Году народного творчества в России. Янтиковская земля богата творческими людьми. После проведения капитального ремонта в детской школе искусств руководство района надеется на повышение количества детей, занятых дополнительным образованием. В Янтиковском районе очень успешно работает детская школа искусств. Но, как везде, есть к чему стремиться. Если в целом по республике на сегодняшний день 14% детей охвачены образованием дополнительным в этих школах искусств, то Янтиковский район пока только 9,4% детей. Следующим объектом, который посетил министр культуры, стал Яншихово-Нарважский историко-мемориальный музей. На сегодняшний день в музее села насчитывается более 5,5 тысяч уникальных экспонатов. Здесь есть даже своя картинная галерея, которую подарили основоположники чувашского изобразительного искусства Моисей Спиридонов, Никита Сверчков и другие живописцы республики. 2020 год стал очень значимым для этого музея. Более 7 миллионов рублей вложено в ремонт, реконструкцию здания исторического наследия. Это школа, которая была основана Иваном Яковлевичем Яковлевым. И действительно здесь есть на что посмотреть. И 24 апреля мы будем отмечать День чувашского языка. Великолепная возможность отметить и 150-летие чувашской письменности, чувашской азбуки именно на этой площадке.